кто у нас по интернету подключился. Сегодня мы читаем круглый стол, посвященный нашему форуму сообщества, который прошел в городе Москве накануне Дня народного единства 4 ноября. И в этом году форум был необычный, он был очень такой широкий. До этого проходили, как вы знаете, окружные форумы по разных городах нашей страны. В этом году форум назывался «Народное единство, суверенитет, созидание и справедливость». Вот. Наша делегация республики тоже посетила форум. Не идет. Это были наши общественники, работники наших курирующих министерства, администрации главы и правительства, и просто активные люди, наши земляки, которые были в Москве. И сейчас мы поговорим о том, о чем говорили на этом форуме, какие основные были идеи и какова была миссия форума и что мы должны донести до наших жителей нашей республики. Вы знаете, что ситуация сейчас тяжелая в мировой политике. Сейчас вот идут разные провокации. Ночью вы видели, что происходили вот заявления со стороны Польши, США. Вот. Но поэтому мы должны быть как никогда едины, и мы знаем, что наши вот ребята, вот, которые уже прошли подготовку, больше месяца проходили подготовку, они уже в эти дни тоже выдвигаются на специальную военную операцию. Поэтому давайте послушаем наших коллег, которые были на этом форуме, и с ними поговорим, и чтобы услышим, что они нам расскажут, и какие у них будут предложения относительно прошедшего форума, и что мы должны внедрить в жизнь в нашей республике. И первое слово хочу передать Ефремовой Лене Павловне, члену Общественной палаты Российской Федерации, заместителю председателя Общественной палаты Республики. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги, добрый день, уважаемые участники круглого стола. Я, значит, в своем выступлении хочу отразить, во-первых, что вот этот итоговый форум сообщества является завершающим форумом, который ежегодно проходит в городе Москва. В этом году место проведения форума было выбрано не случайно, это связано с теми событиями, которые сейчас у нас происходят в стране. Это музейный комплекс «Победа» на Поклонной горе. Поэтому я думаю, что дух, который сейчас царит в плане в целом подъема патриотического и место проведения укрепило, наверное, нас, всех участников, значимости этого проведенного форума. И несколько слов хочу сказать о том, что, как сказал Николай Дмитриевич, предваряющие проходят форумы в федеральных округах. В этом году первый форум был проведен в городе Новосибирске, это Новосибирской области, в Липецке. Далее форум был во всех федеральных округах была актуальной. И, кроме того, самая основная, которая, наверное, была рассмотрена, это вопросы национального единства и вообще национальной идеи суверенитета нашей страны. Пока вот мы начинали вообще форумную кампанию в стране, у нас тогда еще не было присоединения вот этих трех субъектов, регионов, да, это ДНР, ЛНР, Запорожская, Херсонская областей. В течение всего вот этого года произошло историческое событие. Сейчас у нас 89 субъектов, что придает определенную значимость. И в каждом форуме принимали участие председатели и члены общественных палат этих субъектов. Поэтому я думаю, что и в связи с этим направления деятельности, они, конечно, в основном направлены на оказание гуманитарной помощи, вообще в целом на поддержку этих регионов. И мы в этом направлении, конечно, Общественная палата наша региональная проводит целенаправленную работу.
Ну, я являюсь членом комиссии по демографии, защиты семьи, детей и традиционных семейных ценностей Общественной палаты Российской Федерации. Поэтому наша основная задача – это решение демографических вопросов. Ситуация именно в плане демографии в стране сейчас, она, можно сказать, достаточно критичная. Сложилась в связи с тем, что идет некоторый такой демографический спад. Поэтому основная задача заключается в том, чтобы выйти из этой ситуации. И вот поэтому основную идею, которую мы видим с нашими коллегами, это развитие многодетных семей как национальной идеи и базовый ответ на демографические вызовы России. У нас в Якутске буквально вот в этом году мы провели также свой итоговый региональный форум, который также был посвящен разным вопросам, которые стоят на повестке. Они перекликаются с теми вопросами, которые ставятся на федеральной площадке. И одна из этих площадок была посвящена вопросам крепкой семьи, как благополучной крепкой семьи. И мы ставим задачу развития многодетности именно в условиях села, так как мы считаем, что в сельской местности есть перспектива развития многодетных семей, как это мы увидели из опыта, например, Республики Татарстан и других субъектов Российской Федерации. На площадке, вообще на полях форума состоялась дискуссионная площадка, она прошла в интерактивной форме, называлась она «Благополучная многодетная семья. Национальные идеи. Базовый ответ на демографические вызовы России». И там был представлен, проведены итоги конкурса «Семья года» Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, Марины Владимировны Гордеевой. И была представлена наша многодетная семья Маркины Челидзе. Это интернациональная семья, потому что мы видим еще, что основная объединяющая идея в целом это, конечно, семейные ценности. Это преемственность поколений, это патриотическое воспитание подрастающего поколения и так далее. Но вообще, исходя из повестки форума, были, конечно, разные площадки, но я думаю, коллеги поделятся, да. В основной, конечно, площадки были посвящены вопросам патриотического, в том числе воспитания подрастающего поколения, это работа с молодежью, это выстраивание той идеологии, которая сейчас у нас в стране, к сожалению, была утрачена, да. И я думаю, что вот это итоговый форум, он задал основные направления на предстоящую, ближайшую перспективу и, наверное, будущую перспективу. И буквально следом после форума был издан указ президента Российской Федерации о возрождении духовно-нравственных ценностей Российской Федерации, о роли исторической памяти в нашей стране и так далее. Поэтому мы считаем, что мы сейчас находимся, наверное, и все мы переживаем, становимся свидетелями, наверное, становления нашей страны в новой такой, скажем, ипостаси, когда каждый из нас может, наверное, какой-то свою лепту внести, свой вклад внести. Вот так вот. Николай Дмитриевич, кратко так. Но еще я хочу сказать о том, что в рамках форума еще прошел совет по взаимодействию Общественной палаты Российской Федерации, где также были рассмотрены вопросы законодательного регулирования. Кроме того, по сохранению и укреплению традиционных семейных ценностей, об итогах формирования общественных наблюдательных комиссий и, кроме того, актуальные вопросы взаимодействия с общественными институтами новых субъектов Российской Федерации, где выступили руководство Общественной палаты Российской Федерации, представители региональных палат. И хочу отметить, что деятельность Общественной палаты Республики Саха-Якутия была отмечена, и значит, на площадке рейтинг НКО 2022 наша республика получила свидетельство, что мы являемся лидерами по развитию СО НКО совместно с региональной общественной палатой по двум там основным критериям. Поэтому думаю, что это хорошая такая объективная оценка нашей деятельности. Это говорит о том, что вообще
формирование гражданского общества у нас в Республике Саха-Якутия поступательно движется в правильном направлении, в диалоге с властью, со всеми общественными институтами, с представителями бизнеса, некоммерческого сектора. Поэтому думаю, что Николаю Дмитриевичу надо тоже как бы выразить слова благодарности, потому что под его руководством эта работа у нас в республике ведется. И думаю, что в плане ведения специальной военной операции наша именно региональная палата, одна из самых первых, наверное, среди регионов Российской Федерации, адекватно откликнулась, создала координационный центр, объединила вокруг, консолидировала общественные институты и по оказанию гуманитарной помощи, по оказанию действенной помощи на местах членами общественных палат. И, кроме того, мы выступили с инициативой, например, на итоговом форуме нашем гражданском о том, чтобы были предусмотрены меры социальной поддержки семей именно вот тех военнослужащих, которые попали под частичную мобилизацию. Это и есть, наверное, пример открытого диалога нашего. И это принято уже. Да, и сейчас мы понимаем, что работа уже налажена, она ведется. Это самое главное, нам надо было вовремя вот как бы эту работу тоже провести среди населения. Вот, ну вот я думаю, что основное я проговорила, и если будут вопросы, готова на них уже ответить. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Елена Павловна. Так, вопрос, наверное, мы перейдем к вопросам в конце, наверное, да? Да. Да, тех послушаем. Хочу слово передать заместителю министра по делам молодежи и массовым коммуникациям Республики, социальным коммуникациям Республики Саха-Якутия, тут написано масса, Андрею Александровичу Сосновскому. Пожалуйста, Андрей Алексеевич. Так, тогда следующими, да, ну, у нас участвовали наши члены общественной палаты, и вот как раз приехал из командировки Станислав Семенович Иванов, член нашей общественной палаты. Пожалуйста. Добрый день всем, кто сегодня участвует в данном круглом столе. Ну, действительно, у нас есть, наверное, возможность сравнить с итоговым форумом Общественной палаты, который прошел в прошлом году, поскольку мы участвовали в прошлом году и в этом году. Ну, ясно и понятно, что Елена Павловна, по-видимому, сказала, что весь форум был пронизан, ну, как бы сама атмосфера была такая тоже напряженная, была такая тревожная атмосфера была, потому что то время, в котором мы с вами находимся, оно очень сложное и очень непростое. Вот, поэтому, конечно же, вопросов по патриотическому воспитанию, по связям с нашими вновь образованными или принятыми в состав России территориями, это были очень важные вопросы, но также, конечно же, очень важными вопросами все равно остаются демографии, семьи, поскольку это основа всего, наверное, да, и то, чем наше государство на сегодняшний момент, я думаю, что может и гордиться, и за что продолжает радовать. Так ведь, да, коллеги? Вот, но непосредственно я по заданию Общественной палаты нашей республики выступил на, значит, на площадке, которая обсуждала вопросы развития НКО в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, и где обсуждались лучшие практики. К сожалению, мы пока еще только начинаем нарабатывать, ну и, в общем-то, об этом было сказано, что пока в тесной взаимосвязи с вновь, значит, образованными, вернее, субъектами федерации находятся те регионы, которые граничат с ней, это вот рядышком области, которые были, и Курская, и Белгородская, они говорили о своей практике взаимодействия, ну и те НКО, которые имеют уже определенную базу, это московские, санкт-петербургские. Вот. Но, тем не менее, я выступил с информацией о работе нашей общественной палаты в этом направлении, что мы, в общем, глобально делаем, выполняем с момента вот уже такого ощутимого влияния ситуации, которая произошла. И фактически вот с начала СВО
Ну и все это было очень с большим интересом воспринято, тем более присутствовали у нас там коллеги из ЛНР, ДНР, и они прямо поддержали, когда я сказал, что вот республика, которая курирует город, Кировская, да, они прям с таким воодушевлением это восприняли, потому что да, знаем, мы слышали, то есть это очень хорошо освещается в средствах информации, и они об этом знают, они знают, что мы, значит, привели в порядок клуб, 2 школы, больницу, и они очень были благодарны. Так было приятно вот сидеть вместе с ними, мы проговаривали это, получили информацию от них, есть электронные адреса, ну и вот мое предложение, которое было озвучено и принято руководством этой секции, то, что я сказал, что мы на сегодняшний момент не знаем, что вам надо. Мы не можем говорить, что придите, возьмите все, что от нас хотите. Да? Я говорю, мы должны были сделать, как там прямо на общественной, помните, да, там фойе висит, хочу и могу. Вот я им тоже так же сказал. Вы, говорю, нам скажите, что вы хотите, да, и что мы можем, мы скажем. Может быть, совершенно самое просто элементарное что-то нужно для школ там, и еще что-то. То есть это для библиотек. Может, это элементарно, на просто человеческом контактном уровне мы сможем это сделать. Не обязательно в масштабах правительства правительству, там, положим, да, или область. Вот, а просто на простом человеческом контакте. Помните, как называлась народная дипломатия? Да, вот возможно, что такое. Руководство этой секции приняло наше предложение, ну и я надеюсь, что мы получим какую-то ответную реакцию. Хотелось бы верить. Вот. Но мы все равно знаем, что там сейчас тоже очень-очень неспокойно, поэтому торопить события не будем, да, ждем, и вот я думаю, что наша общественная палата, потому что все это делалось и докладывал я от имени общественной палаты, что мы получим свой адрес. Станислав Ильич, можно дополню? Вот вы сказали о том, что вы как бы выступили, предложение озвучили, а на самом деле на сайте Общественной палаты Российской Федерации конкретно написано, что вами озвучено предложение о создании сайта, на котором будет как карта вот этих помощи именно регионам ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областей, и непосредственно ваше предложение получило такую хорошую как бы оценку в этом плане. Не просто вот вы «хочу, могу» в этом плане. Там конкретно сказано, что Станислав Иванов, Республика Саха-Якутия, предложил создать сайт, на котором будет наноситься, ну, то есть конкретно, то есть она должна быть такой вот, прозрачной должна это все быть. Вот. Ну, сайт не мы делаем. А нет, это Общественная палата. да, они будут делать. Ваше предложение. Ну, это наше предложение, да. Это ваше от региона, от вас. От нашего региона, да. предложение от нашей общественной палаты. Спасибо. Хорошее предложение, потому что до того, как мы взяли город Кировское под шефство, до этого уже тоже с 2014 года народной дипломатией через наших депутатов Губарева, через Канина Александра Николаевича, помощь тоже штаб, и помогали вот городу Амвросийскому району, да, и там вот детская площадка тоже сделали, то есть если карта будет, то есть там будет не только Кировская. Да, там все будет видно. Там будет и Донецк будет виден, да, и Амвросиевка, и само Кировское. Спасибо. Так, дальше хочу слово передать председателю комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ, массовым коммуникациям и имиджевой политике Общественной палаты Николаю Андреевичу Барамудину. Добрый день. Вот, коротко я хотел бы остановиться на некоторых моментах участия на итоговом форуме. Вот, приняли участие на круглом столе СМИ и гражданская консолидация, освещение специальной военной операции, борьба с фейками, поддержка профессионального сообщества. Вот, площадку вел Рифат Сабитов, председатель комиссии Общественной палаты России по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций. Вот,
прошли, вот провод задели, видимо. Звук исчез, коллеги. Всем слышно, да? Да, звук исчезает. Не слышно. Тоже не слышно. Подключите, пожалуйста, звук. Нам не слышно. Коллеги с общественной палаты, вас не видно и не слышно стало. С эфира выйдем, наверное. Выйди с эфира пока. Вам видно, слышно, да, коллеги? Не видно нам ничего. Не слышно и не видно. Нет, не слышно и не видно. Давайте я Уже. позвоню. Меня вырубили и все. И заново перегрузись, настрой спокойно. Ты мне привязал Здравствуйте, уважаемые почему-то. участники. Техническая неполадка. Компьютер завис. Сними от работы. А? Завершай это.